Я хочу спросить вас, какой день самый длинный в году? Вспоминайте. Я даже подскажу, что недаром Гитлер избрал когда-то именно эту дату, сакральную дату, для нападения на Советский Союз. Вот и на фашистском флаге древний орнамент свастика нарисован в обратную сторону, этот символ солнца. Посмотрите варианты этого древнего орнамента. Равносторонний крест, иногда с изломами такими лучи, потому что показано движение солнца. Все люди, все жители среднего мира знают, что оно встает на востоке, затем через юг оно идет на запад, и где как бы закатывается под землю. И вот по якутским понятиям в Нижнем мире солнце встает на западе и, значит, возвращается, закатывается, уходит из Нижнего мира на востоке, возвращается вот в Средний мир. То есть вот в Среднем мире солнце идет по часовой стрелке, а в Нижнем мире все наоборот. Там и солнце движется в обратную сторону, и, то есть и время движется в обратную сторону, против часовой стрелки. Там ничто не плодоносит, деревья и трава железные, там молодежь, значит, девки, парни холостые, неженатые, бесплодные, да и ходят все обитатели Нижнего мира вот спиной вперед пятясь. И поэтому то, что нарисовано на фашистском флаге, это их дело. Это нарисовано солнце Нижнего мира. Но ход земного солнца не повернуть никому. Итак, какой самый длинный день в году? Правильно, 22 июня. Во всем мире предки вот всех народов знали эту дату и отмечали. Разводили костры, прыгали через них, украшали деревья и водили хороводы. В Якутии с летним солнцестоянием, совпадающим с летним полнолунием, связан национальный праздник Исех. Сохранилась уникальная кинопленка «Исеха Победы» 1946 года. Вот так раньше, раз в год, собирались якуты на Исех, кто верхом, кто на телегах, а кто и на санях. Вы видите лица поколения победителей в Великой Отечественной войне, претерпевших все трудности, голод, но совместными воинскими трудовыми подвигами 4 года каждый день приближали победу и дождались ее. Сколько лет не было Исеха? Революция, гражданская война, голод, раскулачивание, Отечественная война. Не до праздников было. Давно не было радости встреч, смеха молодежи. И всю долгую следующую зиму, а может и всю жизнь, они будут вспоминать орнаментальный язык Аланхо, когда перед внутренним взором каждого возникают красочные картины знакомых с детства эпических сюжетов, остроумие скороговорок, чабрках. Спортивные состязания выявят, чьи парни сильнее, чьи кони быстрее. Перед вами эскиз композиции «Исех» академика Афанасия Осипова, подаренного музею на его открытие. Окончательный вариант композиции «Исех» академика Афанасия Осипова вы можете сейчас видеть на этой огромной стене фойе оперного театра. И вот здесь мы начнем рассказ о структуре Исеха. Вы видите 3 коновязи серьге с привязанными, красиво украшенными лошадьми. В Южной Сибири их называют Изых-ат, а у нас, у якутов, Итык-ат. В одинаковом значении священная лошадь, посвященная богам лошадь. Якуты посвящали таких лошадей верхним богам Аи, причем ни в коем случае не убивали.
так как добрым божествам приносились бескровные жертвы белой пищей. Это кумыс, оладьи. А кровавые жертвы требовали злые духи из Нижнего мира. После праздника Ытык-Ат, коней, освященных кумысом, никто не имел права использовать. Совершался обряд кюряти. Одетые в белые всадники угоняли их как можно дальше на восток,